Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Продолжаются работы по замене кровли Сухумского вокзала, которые планируют завершить уже к концу ноября. В селе Кутол возрождают легендарный абхазский чай. В Сухуме состоялось награждение победителей первого экстремального триатлона. В Минобороны начались командно-штабные учения с подразделениями видов и родов войск вооруженных сил Абхазии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Основная цель учений – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В учениях примут участие специальные подразделения силовых структур и резервисты. Будет отрабатываться комплекс задач, включающий боевую и мобилизационную готовность, подготовку и ведение боевых действий и всестороннего обеспечения, другие вопросы управления войсками. Учения завершатся 18 октября. МИД Абхазии прокомментировала принятую Советом ООН по правам человека резолюцию сотрудничества с Грузией. Вынуждены констатировать, что очередная резолюция Совета ООН по правам человека с использованием шаблонных, повторяющихся из раза в раз терминов значительно искажает реальную картину на местах и носит абсолютно политизированную и тенденциозный характер, говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что в резолюции говорится о якобы нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии и осуждается якобы продолжающееся незаконное военное присутствие России в республиках. Однако замалчиваются такие нарушения прав граждан Абхазии, как свобода передвижения. МИД подчеркивает, что для объективного представления ситуации в Абхазии необходимо дать возможность представителям Абхазии участвовать в работе профильных структур ООН. В поселке Таумыш села Кутола Чемчирского района активно возрождается чайная отрасль, имеющая глубокие корни и богатую историю. Предприниматели Адгур Гергия и Аляс Асландзе производят до 500 килограмм чая в сутки. Сначала они занимались только черным байховым чаем, но сейчас выпускают зеленый и желтый. Об истории возрождения традиционной культуры и о планах предпринимателей в материале Гугуцы Вардания. Жители поселка Таумыш, села Кутол Очимчирского района ранним утром собирают ароматные чайные листы на плантации. Работы много, ведь здесь около 12 гектаров. Но, по их словам, трудиться только в радость, ведь впервые за долгие годы чайную отрасль, так славившуюся в советское время в Абхазии и за ее пределами, пытаются возродить. Идея вновь возродить чайное производство в поселке Таумыш пришла двум друзьям Адгуру Гергии и Алясу Асландзе, которые здесь выросли и видели, как их родители собирали и ухаживали за чаем. Смотреть на заброшенные и заросшие чайные плантации, где когда-то кипела жизнь, они не смогли. Чай здесь начали выращивать еще в начале 20 века. Уникальный климат и плодородная земля сделали это село знаменитым своими плантациями. Однако распад СССР, грузино-абхазская война и экономическая блокада привели к запустению. В послевоенное время чайная отрасль была заброшена. Несколько лет назад друзья начали активную работу на этих участках. Они собственными силами подрезали и очистили чайные кусты. Поддержку оказало государство. Основное, что мы смогли сделать, это в какой-то мере сохранили плантации. Вот это самое главное для нас было с самого начала. И на сегодняшний день, пускай немного, но это
как бы видно, вы сами можете убедиться, сохранили плантации. В 2020 году мы с Адгуром, здесь у нас какие-то планы были, там чем-то занимались. Адгур говорит, давай начнем, говорит, их 2-3 гектара, говорит, почистим, посмотрим, что будет, говорит, может, роллер купим, печку купим, но своими силами. И мы вот так начали. Потом тихо-тихо, вот это здание мы построили за свои деньги. Адгур продал свою фуру, имел, он продал свою фуру, мы вот за эти деньги это здание построили. А потом в 2021 году появилась программа по Минсельхозу, и мы туда подали заявление, чтобы мы хотим, вот так мы показали, что у нас чайные плантации уже были восстановлены, очищены. Мы им показали, чтобы они нам помогли приобрести оборудование. Вот нам в 2022 году Минсельхоз на 2 200 000 купили оборудование, это завялочная линия, роллерный цех, ферментационный шкаф и сушильный шкаф. Вот эти 4 агрегата, вот там разбивочный еще стоит, вот это разбивочный. 5 станков они нам купили. В 2022 году мы получили от Минсельхоза вот это оборудование. А в 2023 году Аляс и Адгур получили грант на сумму 500 000 рублей по программе поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. И докупили новое оборудование, благодаря которому удалось значительно повысить качество продукции, расширить ассортимент и увеличить объемы производства до 500 килограммов чая в сутки. Сначала они занимались только черным байховым чаем, а в 2023 году, получив станок для обжарки чайного листа, стали выпускать зеленый и желтый чаи. Мы черный делаем, зеленый делаем, желтый делаем. Это все уже зависит, если черный на фиксации, на ферментации стоит. Если роллер свободный, то мы делаем в это время зеленый, желтый. Но это все в процессе здесь, который находится, работники не знают. У них, когда есть окно, они могут зеленый делать, желтый делать, или же там один день могут посвятить зеленому. Местные жители отмечают, что сбор чая осуществляется вручную, что позволяет сохранять высокое качество. Работа кропотливая, каждый листок имеет значение, и они стараются собирать только лучше. В этом году руководители чайного производства Адгур и Аляс начали экспериментировать с новыми сортами, включая менее распространенные виды. В этом помогли и новые знакомства. Марина Толмачева, основатель компании Zen Tea и владелица собственных плантаций в Краснодарском крае, приехала в Кутол, чтобы обменяться опытом и помочь в разработке новых видов чая на территории Абхазии. Технологиям производства помогаем. У нас в России, в Краснодарском крае, у нас собственные плантации. Мы делаем чай белый, желтый, зеленый, красный, черный, улунный и пуэры. И здесь ребята тоже органику делают. И делают до момента нашего знакомства делали черный, зеленый, желтый чай и белый. Мы им сейчас принесли технологии красного, улунов и габа-чаев. Это абсолютно новая технология, которая придумана была японцами в 80-х годах, бескислородная ферментация. Чаи обладают большим количеством гамма-аминомасляной кислоты, которая очень хорошо улучшает работу головного мозга, фокусировку внимания и мышцы расслабляет. И ребята очень хорошо умеют делать чай и очень хорошо восприимчивы к новым знаниям, открыты. И вот у нас коллаборация такая, мы с ними делаем сейчас и габа-чаи тоже, здесь на территории Абхазии. Здесь теруар очень интересный, здесь ягодные нотки присутствуют в любом из чая. Если мы в России делаем в Сочи, у нас тот же черный чай, у нас древесно-бисквитные нотки с послевкусием грецкого ореха. А здесь, если та же технология, но здесь древесные нотки и красных ягод нотки. Также и в зеленом вот эти ягодные нотки, они прочитываются. Теруарность очень классная, мне нравится. Пока разные сорта абхазского эко-чая, от черного до желтого, выращенные в селе Туумыш, можно приобрести только на местных прилавках. Но в планах вывозить свою продукцию на экспорт в Россию. На стадии переговоров, что эко-чай появится везде в России, что он появится. Есть сети, которые занимаются этим. С Абхазии, кто вывозит продукцию. Ну, сейчас недавно они разговаривали с нами. Ну, я надеюсь, что на следующий год, может быть, и в этом году они появятся в российском рынке. Конечно, если бы не государство, мы таких успехов не добились бы. Может, мы добились бы, но это было бы долго и может быть, на сегодняшний день, может, столько не было бы. Но вы понимаете, все это государство нам помогло с оборудованием. Спасибо им огромное.
что они нам помогли. В 22-м и в 23-м году нам было выделено оборудование на 2200 и на 500 минеком. И еще помимо этого нам помогли, у нас были проблемы с электричеством. Трансформатор общий был, и мы этим питались. Но протяженность большая была, нам электроэнергии на оборудование не хватало. Эти оборудования не рассчитаны на хороший свет. Если к ним свет мало поступает, то они плохо работают. Если печка при нормальном свете сушит час 20, то при плохом свете он 2-2,5 часа сушит. И в этом процессе чай тоже портится. 2,5 часа он не должен сушиться. И из-за этого вот в этом году, в 2024 году, мы обратились к правительству, и они нам помогли. Черноморэнерго нам протянул свыше 400 метров высоковольтной линии. В сезон на плантации в цехе работают около 40 человек. За свой труд в день они получают до 3000 рублей. В этом году сезон сбора начался в апреле, рассказывает Адгур Гергия. Никогда такого не было, всегда, все время. Значит, майский чай, это самый первый чай считался. В этом году чай как бы подошел, что ли, вырос в апреле. И вот с апреля по октябрь месяц у нас сегодня тоже идет сбор. Но это не значит, что мы, значит, все это время работали беспрерывно. В мае было основное количество, потом из-за засухи. Из-за засухи летом, значит, мы попробовали полить поля. В советское время чайная отрасль Абхазии достигла своего расцвета. Площадь чайных плантаций составляла 14 гектаров, а объемы производства превышали 25 тонн чая в год. Чай был важной частью экономики региона, экспортировался в другие республики СССР и пользовался большим спросом. Сегодня государство поддерживает предпринимателей и развитие традиционных культур, которые славились на протяжении долгих лет за пределами Абхазии, и надеется на их возрождение. Гугут Савардания, Налач Кенджерия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Печальную весть мы получили из Донбасса. В зоне боевых действий на Харьковском направлении героически погиб наш соотечественник Иракли Эшба. Некоторое время назад в бою погиб друг Ираклия Константин Иванов. Не дожидаясь эвакуации тела друга, Иракли Эшба пошел за ним сам. Это героический поступок, достойный человека и воина. Иракли Эшба награжден золотым Георгиевским крестом первой степени. В ходе рейдовых мероприятий на дорогах республики за последние сутки выявлено 13 нетрезвых водителей, двое из которых управляли автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на потребление наркотических веществ. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Квицини Аляс Нударович, 1993 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аргун Кристиан Гурамович, 1996 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Пилейнал Ремзевич, 1994 года рождения, житель Чемчерского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Шинкуба Аляс Заурович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Лашке Гарри Ферикович, 1978 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лиев Арсений Адмирович, 1997 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чачибая Анри Романович, 1994 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гавря Сергей Владимирович, 1986 года рождения, житель города Краснодар, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джанджгава Отари Алексеевич, 1963 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Гуля Иван Сергеевич, 1984 года рождения, житель города Краснодон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Какубава Батал Руландович, 1991 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Яриева Венера Равильевна, 1984 года рождения, жительница Республики Татарстан, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Маргане Мадина Владимировна, 1987 года рождения, жительница города Сухом, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Амичба Роберт Гурамович, 1981 года рождения, житель города Сухом, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Чабал Инал Рудольфович, 1990 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Продолжаются работы по замене кровли Сухумского вокзала, которые планируют завершить уже к концу ноября. На данный момент специалисты устраняют трещины, расслоение отделки и коррозию. Уляна Рожкова побывала на месте работ. Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время и был одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Он был открыт в декабре 1951 года. Планировка вокзальных помещений отличалась простотой и ясностью, а все здание выглядело изящным, легким и ажурным. Во время Отечественной войны народа Абхазии железнодорожный вокзал был разрушен. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году. Чтобы вернуть былую красоту вокзала, здесь поэтапно ведутся работы. Уже расчистили фасад и декоративные элементы. Также облагородили территорию перед вокзалом, уложили брусчатку, установили фальш-окна и законсервировали объект для проведения внутренних работ. Работы уже идут фактически в течение года. Ряд работ были проведены. Это можно будет наблюдать по фасадной части здания вокзала. То есть мы привели в порядок покрытие перед вокзалом, то есть уложили брусчатку, отмыли все здание вокзала от наростов, плесени, черня, установили фальш-окна, законсервировали здание вокзала для того, чтобы уже проводить внутренние работы. Временной график очень тяжело установить, потому что объемы работы очень большие, соответственно, они очень затратны. По мере возможностей, те возможности, которыми обладает Абхазская железная дорога, мы поэтапно идем к восстановлению здания железнодорожного вокзала. В восстановлении старого облика вокзала есть некоторые трудности, поделился Алиас Габуния. В старой облицовке фасада использовали мрамор и гранит. Все деревянные интерьеры были выполнены из каштана, а пол украшал паркет. Поэтому в воссоздании былого облика есть ряд проблем. В данный момент мы стоим в центральной части железнодорожного вокзала. В планах на будущее, после окончания ремонтных работ кровельного покрытия, в планах есть восстановить вот эту всю часть, то есть здесь зал ожидания, где могут пассажиры, люди, которые перемещаются железнодорожным транспортом, которые смогут прийти, ожидать, соответственно, своего поезда. Также планируем перенести сюда же, в это же здание, терминалы кассы, ну и, соответственно, запустить хотя бы центральную часть. Финансирование ремонтных работ по восстановлению вокзала производится за счет средств АЖД. Планируется в скором времени заменить фальш-окна на настоящие, а также установить дверные блоки. Ульяна Рожкова, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Директор Абхазского радио Адгур Гунба стал номинантом международного конкурса журналистских работ «Образование послезавтра», который проводится Министерством науки и образования России совместно с Центром социологических исследований. Конкурс проходит в Москве с 12 по 18 октября. Среди 109 заявок из стран СНГ были отобраны 50 работ в 5 номинациях, охватывающих все ключевые направления современной медиаиндустрии. Работа Адгура Гунба посвящена экологическому образованию. В международном конкурсе журналистских работ принимают участие журналисты и специалисты медиасферы из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Туркменистана и Узбекистана. Такие мероприятия, такие конкурсы, они лично для журналиста, для меня,
значит многое, это дает новые знакомства, новое общение с разными интеллектуальными людьми. И для профессии журналиста это нужно часто на самом деле. И вот, в общем, организаторы подготовили культурную программу. Мы будем посещать город Москва. Также нам по программе нужно посетить Славянский дом в России. Также нас пригласили в агентство ТАСС. Мне лично интересно, как руководитель радио, посмотреть, как радио ТАСС организовано работает. Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия приглашает на 3-ю международную межвузовскую образовательную выставку, которая пройдет с 16 по 18 октября в Доме Москвы в Сухуми. В рамках работы выставки запланированы стендовые презентации ведущих российских вузов и Абхазского государственного университета, лекции, мастер-классы, а также международная научная практическая конференция. Участники выставки могут пообщаться с представителями высших школ и получить подробную информацию об их программах обучения и условиях поступления. Награждение победителей первого экстремального триатлона состоялось в Сухуми. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из 3 человек в командном зачете. В индивидуальном зачете первым все этапы прошел Евгений Хромушкин. Ему на это понадобилось 14 часов 27 минут. Второе место занял Андрей Ляцкий, преодолевший все 3 этапа за 15 часов 5 минут. На 3-м месте Дмитрий Якушенков. Ему потребовалось 16 часов, чтобы добраться до финиша. Эстафетная команда, в которую входили Роман Умяров, Константин Миланин и Саид Аргун, завершила марафон за 12 часов 8 минут. Первый экстремальный триатлон прошел в Абхазии в минувшие выходные. Маршрут соревнования охватил почти всю республику от Гала до озера Рица и составил 234 километра. Плавательный маршрут стартовал в Галском водохранилище, затем велосипедный от Галского водохранилища до озера Рица. Беговой от озера Рица мимо Чабгарского карниза, ущелья Каменный мешок, водопада Мужские слезы до Гекского водопада. Затем в горах к озеру Малая Рица. Мероприятие было организовано Федерацией триатлона Абхазии, тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования прошли при поддержке компании «Амобайл» и Госкомспорта. Это мой первый триатлон, Ironman, так скажем. Вот, поэтому я говорю, я не знал, как пройдет плавательный этап, велосипедный этап. Для меня это было новое. Вот, и я ехал в таком режиме, старался экономить силы на бег. Ну, собственно, так оно и получилось. На беговом этапе я уже бежал, как я люблю. Я уверен, что и в советское время, и после войны такого масштабного мероприятия в плане и длины дистанции и сложности ее прохождения, у нас не было. Все прошло хорошо, и мы очень рады, что все спустились с горы, никто там не остался, в воде никто не остался, потому что все-таки триатлон экстремальный, люди бежали ночью, сложно было ориентироваться. Но Нартмен состоялся, и это очень радует. Федерация триатлона Абхазии, клуб спорта Апсны. Мы считаем, что подобные мероприятия, где брошен вызов человеческим способностям, возможностям, где можно показать, что человек действительно способен достигать любых вершин, и физических, и психологических, и в области знаний и так далее. Такие мероприятия проводить надо. Эти мероприятия должны послужить хорошим примером для нашей молодежи, для нашего общества, где простой тезис просматривается, это то, что человек может все. И вчера участники это показали. Хочется отметить, что участвовали и наши ребята. Например, абсолютный рекорд дистанции на беговом этапе принадлежит нашему соотечественнику Саиду Аргун. Он 42 километра с набором 2000 метров преодолел за 5 часов 18 минут. Это какие-то невероятные цифры, и это на самом деле большой предмет для гордости. И мы рады, что в нашем клубе есть такие ребята.
Вышел в свет сборник стихотворений для детей пчела Анатолия Лагула. В новом сборнике стихи, посвященные животным, птицам, их маленьким друзьям и родному абхазскому языку. Вышел в свет сборник стихотворений для детей пчела Анатолия Лагула. В новом сборнике стихи, посвященные животным, птицам, их маленьким друзьям и родному абхазскому языку. Сборник, включающий в себя 24 стихотворения, издан в Сухуме тиражом 500 экземпляров. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 15 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 16-21. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.